Я родился в Усянском Лусе, поселке Депутатский. Амбиций много, 7 класс, я пою там, да, выступаю там, в конкурсах участвую. Буквально неделю назад у нас соединили интернет. Вам в стойбище? Да. Во мне в характере орла нету. У вас как Хогвартс. 4 факультета. Да. А это действующий язык. На нем мы общаемся, на нем мы разговариваем. Но я хочу искренне сказать, чтобы каждый наш день был прожит не зря. Гаврил Суздалов, Гарпани Солинга. Родился и вырос в селе Селяннах Устьянского района. Студент РГПУ имени Герцена Института народов Севера. Долгое время выступал как самодеятельный артист. Сейчас профессионально продвигает фольклор малочисленного эвенского народа на крупных площадках страны. Выступает как в аутентичной народной манере, так и в стиле поп-фолк, совмещая древнюю этнику с электронной музыкой. Здравствуйте, Гаврил. Здравствуйте, Анна. Я так рада, что наконец удалось поймать вас в Якутске, потому что в Якутск вы приезжаете довольно редко. Потому что я учусь в Санкт-Петербурге, в РКПУ имени Герцена, Институт народов Севера. А также гастролируем, показываем концертные программы, продвигаем эвенскую этнику по всей России. Выступали с «Звуками Евразии», с проектом, да, крупный проект. В Новосибирске, в Красноярске, в Йошкар-Оле, был в Чувашии, в Москве и так далее. Где вы родились? Устьянский, да? Устьянский район. Кстати, до этого я реально мечтал попасть сюда. Да? Да. Не так, что прям была целью всей моей жизни, да? Но вот если... Жаль. Было бы хорошо, если бы была цель всей жизни. Ну, я, конечно, мечтал там, чтобы меня показали по телевизору, чтобы я рассказывал, да? Я родился в Усянском Лусе, поселке Депутатский. И все детство провел в селе Селяннах. То есть официально село называется Сайлык, а в народе его называют Селяннах. Насколько далеко оно от Депутатского? Не очень далеко от Депутатска, 120 километров. То есть если я в Селяняхе жил только с авенами и с якутами, да, мы вместе жили. Думаю, вот, я маленький ребенок, да, думаю, вот есть якутский народ, есть хомус, есть тоюк, есть авены, мы оленеводы и так далее. Амбиций много, 7 класс, я пою там, да, выступаю там, в конкурсах участвую. А потом я приезжаю в школу Арктики, город Нерюнгри. Там вообще Южная Якутия, сколько километров, да, от Усянского района до Нерюнгри. Я боюсь ошибиться, конечно, но там очень... Южная Якутия и самая северная Якутия, да? Да. Я настаиваю маме, чтобы я полетел в школу Арктики, чтобы дальше изучать на более масштабном уровне свой родной язык, свою родную культуру эвенскую. Я приезжаю, дети же КМНС, там, оказывается, есть юкагиры, долганы, эвенки, чукчи. Все народы КМНС, наша Якутия. Я с ними подружился, познакомился. И там тоже изучал свой родной язык, родную культуру в Нерюнгри. Оканчиваю 11 класс, и как думаете, поступаю в Питер, вроде бы Санкт-Петербург, Российский государственный педуниверситет имени Герцена, да? А там я поступаю вот в университете, то есть в институте университета, Институт народов Севера. Институт народов Севера. И там в Питере тоже изучают свой родной язык, представляете, эвенский. То есть всю жизнь изучаете родной язык? Да, ну, не язык, а имеется в виду культуру, специфику и культуру, да. И приезжаю вроде в Санкт-Петербург, и там я изучаю свою родную культуру. И там уже не только КМНС Якутии, да, коренные малочисленные народы Якутии, а там огромный пласт. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Гораздо больше. Ханты, манти, нганасаны, ненцы, ульчи и так далее. То есть у нас 42 малочисленных народов. Много. В России.
40. Боюсь ошибиться, но вот приблизительно 42. Возможно, немного 40 плюс-минус. Плюс-минус вот 42. Но да, представляете, у всех есть уникальная культура. Все они уникальные, свой язык, свое мировоззрение. И практически нас объединяет одно. Практически все они оленеводы. Да, охотники и оленеводы, да. Охотники, рыболовы, оленеводы. У моей семьи нет такого, чтобы, как я, да, за культуру, за сохранение языка, песен, традиций, да. Они сами живут себе спокойную жизнь. Сейчас моя мама и мой отец, они в стойбище сейчас находятся, без связи, например, да. Кстати, и я вспомнил, буквально неделю назад у нас соединили интернет. Вам в стойбище? Да. В В стойбище? стойбище есть интернет. О, как То здорово. есть Ну, это же... спутниковый интернет. И в день 1 час мы с родителями общаемся по социальным сетям. Это такое событие. А вот мы здесь живем, мы же не ценим, мы же не понимаем, что вот это вот нас везде окружает, и мы в любой момент можем со всеми соединиться. Представляете, там 1 час дается. Ну как дается? Нет, сами экономят, да, лимит. И 1 час там все оленеводы там новости узнают быстренько, кому-то пишут, с кем-то общаются, дела решают. Там, оказывается, нету такого, чтобы полностью погрузиться в телефон. Я удивился. Ну, почему удивился? Потому что, когда я был в стойбище, да, как приезжаю в стойбище, там же никогда не было интернета. Но я думаю, тоже вот так будут сидеть. А там они вот чай пьют, общаются. То есть у них нету максимального погружения в социальные сети. Пока еще. Ну, будем надеяться, что пока еще. Пока еще. Потому что в любом случае, ну, у нас же тоже когда-то не было. Ну, Да, но мы к этому все равно пришли. Просто вы видите эту разницу, потому что вы сейчас живете в большом городе, где совсем другой ритм, да, и другие ценности. И, конечно, ностальгически вот это вот проводите параллель, да, с тем, как живут ваши родные и близкие. Но зато вы сейчас можете больше общаться. да, Это здорово. есть возможность больше общаться. И я сейчас сижу вот и жду, не дождусь вот 10 часов вечера, У чтобы вас с ними... сеанс связи будет, да, в 10? связь будет, ага. Отлично. Могу с ними списаться. А вообще, вот скажите, пожалуйста, у вас такой красивый псевдоним. Это псевдоним или это все-таки второе имя? По паспорту Солинга. Гарпани Солинга, да? Солинга. По паспорту вот моя тетя меня называла Гавриилом. Мгм. То есть у меня не Гаврил, а Гавриил. Меня зовут вот Гавриил Суздалов. У нас оленеводческая династия Суздаловых. Мгм. До того, как у нас в древности не было фамилии, ну как, не придумали фамилии нам, Да. да? Вот, до Суздалова мы были Делянкл. 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 То есть наш род Делянкл. То есть это даже не фамилия, да, а вот род Делянкл. Мгм. Они сейчас есть там и в Березовке, и в Верхней Колыме. Вот у овенов несколько родов было. Они жили, ну как, разделялись на рода. И вот я отношусь к Делянклу, делянский род. Да? Я с детства мечтал петь, мечтал выступать, мечтал говорить, мечтал рассказывать. Мгм. И я всегда думал, что у публичного человека, у артиста должен быть псевдоним. Вот я всегда так думал. Вот, я придумал себе псевдоним. И с детства думаю, у меня такой псевдоним будет. Потом думали, давай сделаем Гусете. Там это означает орел. Орел, да? Так. Ага. А потом, ну я не орел. То есть имеется в виду, во мне в характере орла нету. Да? Так. Я какой-то вот лучезарный, светлый, душевный человек. И даже вот друзья мои смеялись, когда вот жили в интернате в школе Арктики. Говорю, меня будут звать Гусете. Чё, как гусь это? Типа гусиное мясо на якутском языке, как будто. Будут смеяться люди, типа, кус это, типа. Ну окей, думаю. А потом... Ладно, не орел. Ладно, Не не все же орел быть тогда. орлами. Мгм. А потом говорят, ну ты очень лучезарный, говорят. Я какой, спрашиваю, ты лучезарный, ты как солнце. Так. И думаю, как будет лучезарный на венском? Гарпани, Мгм. гарпани, гарпани.
Мне так понравилось это имя, Гарпани. В школе Арктики в Нерюнгри, да, вот дети КМНС учатся там. Мы живем по 4 общинам, разделяемся. 4 общины. Гиркил, Геван, Осикта, Солинга. Ага, то есть принадлежность к общине. К общине в школе Арктики. В этой общине я жил все 4 года, с 8 по 11 класс. И У вас как Хогвартс. 4 да, факультета. да, Солинга — это кто? Слизерин? точно не Слизерин. Мне кажется, Гриффиндор. Гриффиндор, понятно. Кстати, да, как все говорят, как Хогвартс. И, кстати, как Хогвартс. мы живем не прям в городе Нерюнгри, а от города Нерюнгри где-то 5 километров в лесу. Понимаете, там пейзаж. Там мы, вот интернат наш такой стоит, белый-белый. И прям все мои самые замечательные 4 года прошли вот в этом интернате, в школе Арктики. Не просто так они разделяются по общинам. Гиркил отображает эвенскую культуру, Геван — долганскую, Осикта — эвенкийскую, Солинга — чукотскую и юкагирскую. То есть это не значит, что там только чукчи, только юкагиры живут. Да? Нас и так мало, как разделять-то? Эвенков больше, чем чукчи. В общине 2 чукчи, что ли, будут жить. А в Осикте 42 эвенков, что ли, или 68 эвенков. Они вот, конечно, мы просто разделяемся. По 32 ученика в каждой общине. Просто стены показывают культуру того или иного народа. Вот заходишь в общину Гиркил, это 2-й этаж. И там эвенские орнаменты, эвенские лидеры, эвенские писатели, эвенские стихи. И мы в каждой общине разделяемся по семьям. 32 ученика, обучающихся, и они разделяются по 7 семей. И каждая община, например, вот каждую неделю, да, дежурит. Дежурим в столовой, дежурим в интернате и так далее. То есть и каждый день там выбирается семья дежурных. То есть у нас общинное Я поняла, Да. это как отряды. Да, Как отряды. Да. То есть отряды. Структура такая. Да, вот общины как отряды, и в отрядах есть разделение по маленьким группам. И там по семьям. Там Солинги названы на чукотском и юкагирском семьи, Осикта — эвенкийском, Геван — долганском, Гиркил — эвенском семьи названы. И там в семье есть мама, папа и дети. Дети — это восьмиклассники, а мама, папа — это 11-классники. Либо же только папа, либо же только мама. На каких языках говорите уверенно? Я на якутском говорю уверенно. Потому что я учился в якутоязычной школе. В семье, вот после ухода бабушки, да, когда бабушки не стало, тоже все разговариваем на якутском языке. А бабушка говорила на эвенском? Чисто на эвенском говорила. Вот. А я сейчас больше и уверенно говорю на якутском языке. Потом на русском и потом на эвенском. Ну, я эвенский, конечно, знаю, я могу там поддержать диалог, я могу перевести стих. Но я стремлюсь к тому, чтобы мой эвенский стал идеальным. Чтобы я начал думать на эвенском языке. А для этого есть ресурсы? То есть это вообще возможно? Мне кажется, возможно. Возможно, если только я поеду жить полгода, не знаю, либо же год. К себе домой? Не к себе. А куда? Потому что там все на якутском разговаривают. Сибянькёль, мне кажется, надо поехать. Сибянькёль — это Кобяйский район, село Сибянькёль. И там вот люди говорят, да, вот я недавно был в молодежном Сугулане. Это где, когда собираются молодые лидеры народов Севера. В Актемцах был Сугулан. 3 дня проводился. И там были ребята из Сибянькёля. И они между собой разговаривают на эвенском. Молодые ребята такие же, как и я. Вы смогли с ними поддержать? Ну да, мы смогли поддержать диалог. И у меня такая радость была на душе, представляете? То есть я дома никогда с молодыми ребятами не общаюсь на эвенском. Тогда нужно туда поехать. Мне кажется, надо туда поехать не на 2-3 дня, а жить. Прям Не знаю, работать и жить. Вот, мне кажется, надо так. Ух ты, как интересно. Тогда, мне кажется, я смогу думать на эвенском, не только говорить. Но вообще мало людей, получается, которые владеют эвенским языком. Вот настолько этот язык уже утрачен. Он не утрачен. Как я сказал, сибянькёльские ребята, да? Сибянькёльские ребята, они знают эвенский язык, и они общаются между собой на эвенском языке. Березовка — это верхняя
Средняя Колыма. Колыма, да? Ну, вот Колымский район, есть село Березовка, поселок Березовка, и там тоже на эвенском общаются люди. То есть язык в быту используется. Нету такого, чтобы просто в музеях можно посмотреть язык. Нету такого, чтобы просто там бигербеву гарпани солинга. То есть язык, он существует. Ну, конечно, вот в микрогруппах, да, но он существует, он живет. То есть это не язык, который находится только в словарях, только в энциклопедиях, а это действующий язык. На нем мы общаемся, на нем мы разговариваем. Вот. Ну, просто мало людей, которые говорят. Мне кажется, не важно количество, важно качество. Потому что есть же такое мнение, да, вот есть, я прямо слышала такое мнение, люди говорят о том, что нужно ли вообще сохранять то, что утрачено, да, как будто бы мир стремится к глобализации, к стиранию границ, различий и так далее, все должно в конечном счете перемешаться, и все как будто бы в глобальном смысле должны говорить на одном языке. Как так, что язык, на котором общалась моя бабушка, прабабушка, прадедушка, язык, на котором они признавались в любви, язык, на котором они любили детей, любили свои горы, своих оленей, язык, на котором, любя, называли своих любимых домашних животных, собак, оленей, чтоб исчез, я бы этого не хотел. Я бы хотел, чтобы и дальше, чтобы и я, и мои дети признавались в любви на эвенском, чтобы язык звучал, чтобы язык жил, чтобы не стереть ту память, которая была из поколения в поколение. Ну, это прекрасное намерение. Но в таком случае сразу встает следующий вопрос. То есть вы же сейчас холост, вы не женатый? Мгм. Да. То есть вам нужно будет, допустим, жену выбирать. Вы должны будете жениться на девушке, которая говорит на эвенском языке. Но у меня нет такого, чтобы она должна быть эвенкой. А как тогда ваши дети будут говорить на эвенском языке, Ну, если буду мама не будет говорить? Урод же передается по мужской линии. Ну, хотелось бы, чтобы это было так. Но просто Ну не, конечно, в идеальных мечтах классно, да, вот у меня жена эвенка, мы живем в стойбище, у нас дети прекрасные эвены, мы говорим на эвенском, да. Но если такого не будет, у меня не будет такого, что она должна быть точно эвенкой, она должна ты быть не такой. говоришь на эвенском, я на тебе не женюсь, да? Нет, таких Нет. жестких границ нету. Я человек мира, я человек радости. Так, хорошо. По поводу радости, ладно, по поводу сохранения языка, ладно. А вот по поводу сохранения культуры. Вы же так много для этого делаете. Вы вот все лето ездили везде, выступали и так далее. Как вы думаете, вот этот вот спрос, да, популярность каких-то таких этнокультурных жанров, таких очень традиционных творческих проявлений, с чем это связано? В последнее время очень много же стало этнофестивалей. Почему стало популярно, да? Мгм. Потому что люди рано или поздно стремятся к корням. Человек без корней, как дерево без корней. Согласна. Мир всегда не был стабильным. Мгм. Всегда не был стабильным. Никогда в жизни, да? И в этой нестабильности в жизни стабильно только одно. Это мое мнение. Стабильны наши корни, стабильны наши предки. Поэтому, наверное, обостренное ощущение и обостренное желание вот эту стабильность обрести. Да. Я поняла. Желание обрести стабильность приводит к тому, что, к сожалению, бывает такое, да, что народ, у которого, в принципе, не было традиционных ценностей, он как заблудшая душа ищет, в ком бы найти стабильность, в ком бы найти ту связь с миром, с природой. Ищет компенсацию. да, Ищет где-то- компенсацию. где-то извне. Ага. Я с детства, со 2 класса, ну как вообще с младенчества, пел на эвенском языке. Мгм. Да, там читал стихи, пел традиционную этнику там.
хэджа, да, с бубном, там, танцевал, мы заводили традиционный танец хэджа. И когда окончил школу, я думаю, до какой поры я буду нести настоящую этнику, да, вот аутентичную этнику. А где же молодежь, которая интересуется этой этникой? Я, когда учился в школе, выступаю на там, не знаю, какой-нибудь конкурс там, с аутентичной программой. Ну, люди такие, там, молодец, Эвен, крутой, Ну, мы круто, это класс. уже слышали, да? Класс там, да, окей. Ну, как, пацан крутой там, респект. А я понял, что и попробовали записать ту же этнику под современную интерпретацию, современной аранжировкой. Мгм. И мы поняли, что ключ к сердцу современного человека лежит через современные инструменты. Через фьюжн. Да, через фьюжн, через электронную музыку. Мгм. И поэтому вы занимаетесь таким смешением. И это в целом интересно. То есть я же человек, который не люблю я стоять на месте никогда, да. То есть я все детство занимался традиционной этникой, а потом сейчас решил попробовать записать поп-фолк, то есть такая популярная этническая музыка, да. 3 года вот писал композиции Нолтен, Хэджа, где сплетается немного якутская культура, да, слегка там хомус, потом там немного такая околостепная культура, и там авенское гортанное пение, да, и там авенское хэджа, 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 это интересное сочетание. Я в мурашках вся. Понимаете? Это То есть, удивительное звучание. традиционная культура, мы говорим, это ключ к сердцу человека, да? А если мы соединяем с современной музыкой, а еще и якутский хомус, а еще и авенский хэджа, и немного такого степного гортанного пения, то понимаете, сколько ключей будет. Я говорил бабушке, да, своим родственникам, да, бабушке тоже, почему у нас солнца нет? Всегда жаловался. И она говорит, мальчик мой, послушай, говорит, не жалуйся, что солнца нету на небе. Ты должен найти свое солнце внутри. Ты не должен жаловаться, говорит. Ты должен принимать, говорит. Принимать то, что солнца нету. Окей, солнца нету, я принимаю. И в этом научиться находить радость, находить счастье. Попить чайку, пообщаться по душам, признаться в любви, обнять человека. Искренне, когда исходит тепло, ты начинаешь дарить свет другим людям. Когда ты даешь свет другим людям, тебе это тепло приходит. А чем это не солнце? Да? То есть такая слегка импровизация. Может, кстати, зрители могут послушать эту музыку Нолтен. Обожаю. Да? А где они могут послушать? Могут всю мою музыку, да, могут послушать на всех официальных цифровых площадках. Просто, ВК-музыка, просто- Яндекс.Музыка. Если у кого-нибудь там не будет там подписки, да, таких площадок, как ВК-музыка, Яндекс.Музыка, Сберзвук, то они могут просто там в интернете, да, в поисковике написать там «Гарпани Солинга» песни. И там все песни выйдут. Я бы хотела закончить традиционно вашими пожеланиями нашим зрителям. Во-первых, я хочу вам пожелание сказать. Да, мне спасибо. Да. Анна, я приятно удивлен. Вы очень светлый, очень яркий, располагающий к себе человек. И хочу от Алонхо Маркет, Алонхо Феста подарить такую наклейку. Ура! Здесь все народы нашей Якутии. Можете прикрепить на телефоне, в зеркале, не знаю. Это будет на память вам. Спасибо большое, это так ценно. Кстати, вот с Викторией Аламай, с организатором Алонхо Феста, да, мы организовали этническую вечеринку. Представляете? ЗОЖ этно-вечеринка под электронные диджей-сеты, где я полностью импровизировал.
Да. Я тогда впервые попробовал. Вот буквально недавно, в День коренных народов мира, 9 августа было. Аламай, вот Виктория проводила. Это очень интересное сочетание. Живая электронная музыка. Да, и древняя этника. Я всегда к электронной музыке наоборот относилась. Ну, типа, живая музыка — это когда человек играет Да. на инструменте. Вот это живая музыка. А мне казалось, что электронная музыка — это что-то искусственное. А вы говорите, что живая электронная музыка? Ну, это такое... Обоснуйте. Обоснуйте. Ну, я из языка вырвалось, да? Но, как по мне, вот электронная музыка, да, можно вот записать, и он вот лежит. Да. Это можно спеть, потренироваться. Когда здесь А создается... в моменте создается музыка. Всё, я поняла. И сейчас, кстати, я думаю над ребрендингом. Моя мечта сделать классные образы, авенские, современные, и записывать электронную музыку. Реально современную, реально движовую. Вот такая мечта. Понятную Поня- всем, да? Вот такой эксперимент меня ждет. Раньше, если я там а сейчас Буквы не хватает, да? Вот. И пожелания зрителям. Да, пожелания зрителям. Все бы пожелали. Желаю счастья, добра, там, всего доброго, да? Но я хочу искренне сказать, чтобы каждый наш день был прожит не зря. Чтобы в каждом дне хотя бы чуть-чуть было добра в сердце. Добра, добра, добра. И чтобы якутяне, чтобы авены, чукчи, долганы, все народы, коренные народы Якутии, народ Саха, чтобы мы с любовью сохраняли традиции, которые передали нам наши бабушки и дедушки. Это моя самая заветная мечта, чтобы авены когда-нибудь, стоя в магазине, говорили на авенском свободно. Мне абсолютно нечего добавить, кроме того, чтобы ваше солнце внутреннее светило точно так же, как у нашего сегодняшнего гостя. Спасибо.